Это будет потрясающий кадр, дай бог мы это все увидим. Ну а пока все, до свидания, всем пока. Да. Прощаемся ненадолго, рекламная пауза. Ужин, Да. обед. Нет, обед сейчас, ужин будет Ужин вечером. будет там, в избе. Мы выехали. Все, выехали, пообедали, все убрались. Дождя пока нет, но скоро походу будет. Нет. Я Ивану предложил Сегодня не будет. вот такое вот место. Песчаный остров, тут спад. После спада тут течение. С одной стороны острова бьет струя, с левой стороны бьет струя. Тут между двух... Да, и тут как бы типа тиховода идет треугольником, темная вода. Я Ване говорю, ну здесь рыба должна быть. Если не на спиннинг, то на удочку по-любому будет клевать. Ваня говорит, ну посмотрим, посмотрим, дай бог. Вот так что остановились, пробуем. А это такое не будем. Блесну не брали. Да. На дохлого малька, белого, уже вздутого малька, вон, пожалуйста, первый заброс и сразу окунь. Так что мы дружно с Иваном решили перейти на удочки. Опа, вот он, сейчас мы еще этого отпустим, но это ладно. Этого не жалко отпускать. Сейчас точно Как идет. этот, как Пушкин говорил, Идет. крупняк, но съедобный. Пушкин-то говорил. Который на Пушкинском озере жил. Да-да-да. А вы что думали, какой? Я про Александра Сергеевича подумал. А, нет, он тут не бывал. Он малый глуп. Он, как говорит, он давно жил, а это недавно, говорит. Так, ладно, мальков кидаем сюда. Так, а ну-ка, Вань, помоги, подержи, пожалуйста, или... Да, а это подай. Ну, это сюда закинь. Ну, вместе... С окунями. Мальки... Нет, не с окунями, а просто так, пока мне удобнее. Окуня, если что, туда закидаем. Ага, у садов. Мальку, да, мальку просто брать удобнее. Вон, смотрите, все подохли уже мальки, но осталось 3-4 живых. Ладно, живых сначала берем. Ты на что насадил? На червя? Сейчас посмотрим, что они любят больше. Червяка или малька? О. Ух ты, опа-на! На червя-то покрупнее берет. Так нет, это просто Совпадение. совпадение. Не хотел. И на мелкоте, да, когда я подтягивался. Сейчас, Ваня, Ну да, ну. сейчас уберу. Там взял. На глубине взял, но. На глубине сибирских руд. Да. Просто. А смотри, да, блесну гоняли, да, им пофиг было. Пофигу, блесна. А ему подавай что-нибудь Натуральное. натуральное, деликатес. Сплошные натуралы. Да, вот так и этот Харис сюда подойдет. Что-то нас разворачивает. Да, сейчас им просто... А сейчас вон, натягивает веревка, я же подтягивался. Сейчас нормально натянет, и мы опять станем бочком. Я говорю, здесь рыба просто не должна, она просто обязана быть. Потому что две струи соединяются в одну, Да, и они тут крутят. и получается тиховод. Вот сюда сетку поставить, но сетку закрутить, наверное. Да, ну на груз. Тяжелый груз. Тут потому что, видишь, вода туда и идет в обратку аж это. Да. Один-один. Малявка, червяк 1-1. Да. Опа. О. А сейчас будет 2. Посмотри. Закинул нормально. Опа. 2-1. 2. 2-1. Вот такой вот полосатик, красавчик. А у нас пошел дождь. Да, но это Давно его не было. это не дождь. Это божья роса. Да уж, сейчас она наросит, нам чувствую. Есть плащи, есть куча всякой одежды, но все в рюкзаках. Все в рюкзаках. Презент накроем. Вот он. Вот он, золотой мой вкусняшечный хариус. Зацепился еле-еле, но он зацепился. Кидай, пусть малявок гоняет. Нет, пусть он здесь погоняется. Дольше, хоть немножко, хоть поживет. А, ты даришь ему. Да,
амнистия. Временно. Вот там вот я только закинул, бац. Ну вот, если он, видишь, это глубина. Это же тут... Глубоко, да, получается, Харис. Значит, не только здесь он один стоит же, получается. Конечно. Что-то же может взять. Он как раз там струя идет, большое течение. Да, и в этой струе. И Видишь, попало. Хариус, вот только вот в руках подержал, он уже кверху пузом. Ну, Смысл его отпускать, говорят, да, маленьких отпускай, все равно же подохнет, наверное. обжигается сразу. Че обжигаться-то, вода теплее, чем мои руки, наверное, блин. Просто нежный. Гофра! Гофра! Где там? Гофра! Забагрил! Гофра, снимай видео! Он не хотел! Ваня забагрил его. Он не хотел, он как-то Как так-то, шел на ходу. И, блин, смотрю, поперло, не клевало ничего, поперло. Получается, он здесь стоит, но просто кушать не хочет, да? А может быть. Вот ты, блин, какой. Ха, я, блин, Моряк. да, балтиец. Вот Балтика. Полоска белая, полоска черная. Да, У нас- зеленая. У нас тут дождь, тут его, наверное, километр этого окуня, просто он кушать не хочет. Не хочет. Блин, а у нас дождь пошел. Это не дождь. А что это? Божья роса? Это роса. Это дождь, когда дождь. Получается, клюнули только те, которые голодные были, остальные все сытые. Ага, этот уже хотел поиграться просто. У тебя чуть-чуть больше, да. Ну вот. Дуплетом с Иваном вытащили На два окуня. целый год у меня больше. Да не год, там на месяц может быть. Добро. Да нет, он Да просто... нет. Он ел, он просто кушал лучше. Да, он лучше питался. У него мать и отец. Потолще были. Потолще Опа, вот были. так, вот так. Вот. Опять чуть не упал. На, вот так они и падают. Вот. Блин. Ты понял? Подошли просто вот. Они гуляют, подошли и, блин, взялись у тебя. А второй говорит, а у меня тоже вон есть. Ну, это, конечно, Так, ничего там не уплыло хоть? Нет, все вместе? Даже Хариус плавает. Тихо, тихо. наконец-то. Ну, Так, мы тем временем одели плащи уже. да я Идет говорю, дождь. И дождь перестанет сейчас. Я потерял шпильку от поплавка. Так хорошо клевало, что шпилька потеряла. У тебя спичинка с собой? Да. Дай мне спичинку, пожалуйста. Сейчас подожди, у меня клюет. Я не могу. Пока. Пока я не могу. Нет, ты моги. Пока ты спичинку не дашь, клевать не будет. Ну ладно. Тебе одно не поможет. Тебе надо две. Почему? Ни одной хватит? Ты дырка вон какая. Нормальная дырка. На, она выпадет тебе, печенька. Дырка как дырка. Так, метр глубину. Отверстие. Метр глубину. О, ништяк. Больше. Во. Все. Все, ништяк. Ништяк это. Я вторую шпильку уже теряю от мозаевского поплавка. Да я тоже. Я же потерял там на Ильиче. Что у нас по малькам, червям-то? Так идет 2-2, да? Пока что. Да. Ничья. Не, главное дуплетом, да, только я успел вытащить. Ну, Сразу хлоп, твоя поклевка. А как так-то? Это так хорошо, это я пока одевался, может, клевало так сильно, что шпилька же я же вылетела. видел, что клюет. Я же тебе говорю, поплавок как бы не спутали. А я потом вот подтянул вот так. Да нахрен. Вот так вот подтянул. И он у меня подтащил. Ну, думаю, ладно. Это два брата, наверное, Да. Пого- Акробата. погодки. Ага, может быть. Ну, смотри, уже и на колено не капает. Уже и на сидушку не капает. Мы прошлый год с Сашкой Мазаем тоже рыбачим. Это не такой ливень, просто стеной. Как шандарахнул, блин. А у меня это заправлено было в сапоги. У меня полные сапоги. Вот. Конечно, течет. Я не знаю, посмотрим. Надо было сразу одеться, а то че, наполовину промок, только потом уже натянул. Не промок. Ну, что там пялил глаза.
мучился. Так, ну чё? Я ему под нос подвожу. Ты, говорит, чё, говорит, лошадь-то твоя скользит. Тащить, говорит, сено не может даже. В гору подняться не может. Так, ну не может, что теперь, говорит. Ну ты, говорит, его подкуй. Да я, говорит, ему и подкуй, и под яйца, все равно, говорит, нет. Ему и под хуй, и под яйца. Ну, отец рассказывал, когда он пацаном был, у нас была своя конюшня, там 7 лошадей было, там 50 овец, там, ну, короче, было хозяйство, все колхоз забрал. Если бы не дали колхозу, я бы раньше оказался на севере. Блин, если бы колхозу, говорит, не отдали. А так отдали конюшню, идем по колхозу. Отец говорит, это вот наша конюшня. У нас разобрали, сюда прислали. Там было, ну, как бы такой длинный сарай. Там и конюшня была, коровник, короче, свинарник, овчарня и склад для кормов. Ну, короче, такой длинный, блядь, рублен. А они разобрали и все в совхозе сделали конюшню. Ага. А я пацаном был еще, идем с отцом, он говорит, это вот наша конюшня. Ну, я не помню конюшню, конечно, но говорит, если... А потом мне говорит, если бы мы не отдали конюшню, ну, уже когда я приехал с севера, да, мы бы раньше оказались на севере. Раскулачили бы, да? Да. Что, отец, это мой прадед, приехал он с Болгарии, там закупил наше поле, было большое, там виноградник, потом колхозный, лес был свой, там тоже лес такой. Вот. Говорит, это вот все было наше. Ага. Ну и говорит, был такой тоже конь, поеду туда в лес, ну все там, спилит, все прореживать зимой. А домой тут такая гора метров 500. И говорит, наложу этих метровок. Он доходит до горы и встал. И хоть ты ему что хочешь делай, он не пойдет, пока пару бревен не скинешь. С этого с воза. Я, говорит, потом, а он молодой был, парень, говорит, мы там дикого кабана убили, снимем. Говорит, вдвоем еле, блин, загрузили на телегу. Пришлось что? Мы его поднять не можем вдвоем, кабана. Ну, потом, ну как, мозговали, что? Поставили, говорит, телегу вот так перевернули на бок, закатили кабана, и потом вместе с телегой подняли. Я говорю, да кабана не могли. Да его не за что брать, его берешь за ногу, он же, блядь, такое, ну это мясо. А телегу взял, блядь, и попер, и мы так загрузили. Ага, и говорит, такой конь был. А я потом думаю, что такое? Нагружу, блядь, ему еще больше, чем вчера, блядь. Но беру 2 вязанки хвороста сверху. И он приходит и встал. Я беру эти вязанки хвороста, скинул. Он увидел, что я скинул, и пошел на эту гору. И тащил. Говорит, все вытащил. Я потом... Думаю, что легче стало, Ага, говорит, отец спрашивает, и что, и столько вытянул? А отец потом ему говорит, я его надурил, говорит. Хворост ему скинул, он посмотрел, скинул, такой хитрый конь был. Но, говорит, смелый. У нас же, как большие дожди пройдут, с полей там несет, знаешь, туча какая между гор. В этом яру, блядь, черная вода, страшно, там верует вся. А отец, говорит, один раз опоздал, блядь, дождь прошел в лесу, пока вышел к речке, уже вода пошла с полей. И конь подходит, и, блядь, я, говорит, за хвост цепляюсь, и пошел он на ту, он вперед, и другие лошади за ним. А другие лошади боятся, говорит. А он такой смелый конь был, вот, блядь, такой был конь умный, говорит. Ну, говорит, все, советская власть все съела. Колбасой, наверное, съели. О, не надо перематывать эту леску, убирать. Видишь, какой узел здесь Да, у меня да. от И лески. он все время дрык цепляет. Ну, он говорит, блядь, не сдай это все, блядь, государству. Пиздец.
пойдешь, блядь. Хуй знает. пасти овец. Да, хуй знает куда. Ну, он и так говорит это. Я, говорит, в каземате тут отсидел неделю. Ну, там, знаешь, там пока уговаривают, а потом, блядь. Сейчас такие кадры не успели Ай. заснять. Второй сошел. Иван, короче, у него 2 крючка. Блесной крючок. А, блесной крючок получается. Тащит вот таких 2 горбачей. Одного закинул в садок, а второй ушел. Опять, видать, подошли парой. Кто, видать, подходит, то и хапает. Ну, а я что делаю? Я, короче, зацепил половину полторашки и пустил по течению это все дело. Резко перемотаться. Хочу перемотать леску, да, полностью стравить ее. Серега мне посоветовал намотать обыкновенную леску, прежде чем плетенку мотать. И вот получился вот тут узел. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Нифига себе оно тащит. Конечно, ты потом ее обратно не потянешь. Блин, там может что-то попалось, нет? Так кто там попадет в эту голову, если только сунет? Блин, я реально еле удержать могу его. Я течением просто натянула жесть. Вон. В общем, хочу я, друзья, перемотать. Только у меня пока ничего не получается. Ты смотри, дождь усиливается. Вон. Вот это узелок от лески. Мы еще, ладно бы, тонкую леску намотали. А мы же еще намотали. Ох ты, тянет как течением туда. Мы еще намотали туда 0,8 леску. И вот этот узел просто сейчас не дает. Постоянно леска цепляется и выходит борода. Борода. Сейчас Борода. попробуем расцепить. Я видал всякие города. Лишь бы сейчас вот это все не ушло у меня. Может на руку вот так вот нацепить все-таки. Да, блин, если тут скользнет тебе палец или рука. Да? Ладно. Перемотаемся, потом сделаем включение. Это походу надолго. О, ушла, блядь. Че, оторвал? Ушла вместе с этим. Ну ёкало мне, ну. Плетенка, блесна 100 метров, все ушло. Ну, это... Ёлка, такая-то утащит. Утащит бутылку, конечно. Чертова, а как она развязалась-то, блин? Я в руках, главное, держал, она раз и сошло. Блин, жалко блесну. Вот. Блесна хорошая, 100 метров плетенки, все ушло. Серега, ушла твоя плетенка. И все из-за этого толстой лески, потому что мы слишком много лески намотали сюда. Блин. Вот тебе сделал, блин. Хочешь как лучше, получается как всегда. Так, теперь сюда будем наматывать леску и не будем больше экспериментировать. Блин, я уже привык к этой плетенке-то. Она ушла. С этой бутылкой я еще бутылку натянул, она Вот теперь... именно палку надо, я говорю, а палка бы плыла. Да, и мы бы ее все равно нагнали бы. Знал бы, что нет. А откуда палка, Вань, ты че? Так, были костра, так надо было взять. Ну все, нет у меня больше плетенки. Ушла плетенка вместе с блесной, вместе с поводком. Так, плетенка у нас благополучно ушла по течению. Решил намотать вот такую леску. Тест 6,80, но пусть даже если выдержит 5 килограмм, будет очень хорошо. Леска 0,28, монопролайн какой-то, фишинг, сир. Заказывал эту леску я с Алиэкспресса. На удочке держит хорошо, была на одном спиннинге, в принципе тоже держит неплохо. Хорош. Да, пусть намотаю про потом запас. петлями тоже слетать. Ну, значит, отрежем лишнее, выкинем. Режешь, когда надо в норму. Все, хватит, да? Хватит. Так, Там 1,5-2 миллиметра должна быть свободная. все. Вот такая вот лесочка у нас. Попробуем. Конечно, если клюнет крокодил, придется... Но так как мы не будем ехать на Нил, нам не клюнет крокодил. Да.
Достал вот такую блесенку. Блюфокс. Копеечную. Копеечную тоже. Сейчас попробуем ее. Тоже с Алика. Все с Алиэкспресса. Вот она в такой коробочке была. 1200 метров написано. Так что можно отпускать по течению. Отсюда до острова. Наконец-то. Наконец-то. Допрыгался. Переехали. Я думал, ты кинуть-то хочешь. А нам не привыкать. Мы что-то в садок кидаем, а там у нас не прибавляется. Так, а у меня... Со щуками будет дело как со щуками. Так вот. Поставил, короче, подделку китайского блюфокса такого, вот 4. С Алиэкспресса тоже заказывал. Поклевок я еще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поклевок я еще пока не видел. Мы стали на хорошем месте. Вот. Должен быть. Тихо, 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 тихо. Куда ты? Вася. Васька, вот ты, Вася. Любишь ты его? Васек такой. Вот ты, блин. Это не Васек, это уже... Это Миша. Да и Миша, Петя какая. Петя. Только не Вася. Только не Вася. Это Блин, у меня тут опять авария. Опять авария. Коля. Блядь. Тихо. Утонешь, блин, иди сюда. О, видишь, чуть не утонул бы, да? Да, ты Ушел там, доставай. товарищ. На червя, да? Да, ну что ж. Малявки нет. Нет, блин. Сейчас, я, секунду. На, пусть, кидай, пусть моется. Испачкался. А я вон, прямо вот здесь. Вот, Так кидаю. я ж знал, куда остановиться. Да. Я смотрю, спад такой хороший, думаю. Опа. Ого-го. Юнга. Юнга. Ну пойдет это юнга. О, блин, в заглот. Ну-ка заглот. посмотрим. Смотри, в заглот. Блюфокс 4. Ага. Что-нибудь кто-то отреагирует, нет? Приманит хоть. Да, они сейчас испугают. Что-то, мне кажется, фигня это полная. Большой, очень большой. Для окуня большой. Ладно. Зачем баловаться, тоже, пожалуй, достану удочку. В общем, друзья, весь улов у нас опять садка ушел. Кидаем. Уже штук десяток. Ну, вся рыбалка, вот то, что после обеда была, штук 15-20. И хариус там был, да? Да. И хариус был, и все окуня. Глянули, садок пустой. Вон, оказывается, смотрели 2 глаза, дырку не нашли. Вот такая дыра. И весь наш улов, короче, и который раз уже это. Мы сегодня удивлялись, главное, 2 окуней с утра выпустили. И главное, где рыба? Так удивительно еще, где рыба, блин? Вон, она спокойно сюда пролезает, вон, в эту дырку. Конечно. В общем, мы сегодня уже упустили пол-ведра рыбы, получается, где-то. Нормально, да? Хариус. Крупные окуня все. Язь, да, был? А, нет, язя почистили с окунем. Язя с окунем почистили мы. Кидали. Главное, вон, оказывается, дыра. С Ваней это у нас уже 3-й раз практикуется. Рыбалка с дырявым садком. Ёшкин кот. Вон, тянет, Ваня тянет. Хороший. Червя ты точно уронишь сегодня? Ну вот. А я думал, язь уже. Вот таких вот окуней мы сегодня уже штук десяток отпустили в садок. Вот, кидай, пусть едят малявок. Да. Все, убираю этот садок к чертовой матери. Ну, завязать можно, конечно, ниткой что-то. Да, у меня уже что-то это. Настроение испорчено. Да, конечно, с утра думали, ладно, думали, кто из нас виноват. Или Ваня, что вытащил садок, или я, что неправильно его поднял, когда 2 окуня ушло. Потом вроде бы держалась, да, кучка?
Видать, оно на загибе было или что. Но когда сейчас уже вытащили штук уже 15, и там болтается только 3 окуня. Думаю, нет, что-то не так. Пригляделись. Смотрели в 2 глаза, в 4 глаза, блин. А не вышел и опять клюет. Его в садок, он опять вышел и клюет. Короче, сегодня у нас опять спортивная рыбалка. Все. Ну и нафиг этот садок, коллегу. Ладно, попробуем же как-то отремонтировать, потому что иногда садок тоже нужен. Хороший садок, не такой. О, вон я ниже сыграл. Ну, Фу, блин. Вот этому дали жару опять. Да. Надо у меня в бушлате, там есть крупа. Кинуть вот сюда крупы. Я вон там сыграл. Сейчас я покидаю вертушку. Посмотрим. Где ты там? Вот так. Иван тащит щуку. Ну-ка. Ясь. Окунь, бля. Окунь здоровый. О, парень. Красавчик. Ну то мы с тобой справимся. Я думал, блядь, такой. Опа. Вот это да. Тихо, 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 над водой не надо. Я не над водой, я просто. Вот. Ну-ка. Вот это. Вот. Вот это окушарик. Ну, Вот это окушарик. это мелочевка, да. Ну-ка, шире тебя нет, ну-ка. Конечно, так. Ну, я 2 килограмма ловил, но этот... На этот килограмм по-любому есть. Да. Но у меня безмен где-то есть вообще-то. Ладно, потом здесь. Ой, какая гривка красивая. Вот ты красавец. Ну-ка, давай. Вот Ну, так вот. товарищ. Эт, на шапку полностью. Эт, ты какой глазастый, молодец. Увидел ведьму и блеснул. Янцкаден. Энцикаден, да. И, Зацепился-то он как? ну, зацепился хорошо, так-то за живой. Ну, как бы. Но я думал, Ну, не совсем хорошо. Ну, не можешь отцепить. Он так. тоже не мог отцепить. Что, ведро кидаем? А куда? А не выпрыгнет? Нет, О, пол ведра есть. В садок больше кидать не будем. нет. Вот, ну как интересно, да? Ну, мель, я туда раз кинул. Смотри, аж на животе вот эти красные пятна есть. Ну, Он даже ведро ну, блин, потом, лень, сейчас дождь идет, не переставая. Что у меня какая-то камера не сырая хоть? Не видно, Вань? Вот камера. нет, пока. Нормально. Да. Ну, Сколько? Час, наверное, впустую, да, кидали? да, вот. Дождь пошел и вообще поклевок не было. А тут Ваня тут говорит, мне это место что-то, говорит, нравится. Да, просвет такой хороший. Якорь подняли уже, сплавляемся в самосплаве в надежде найти что-нибудь, где-то что-то, чтобы клевало. И бабахнуло. Ваня аж пошел электрошокер искать. Думал, это щука. Нашел шокер-то, нет? Нашел, ну, не достал, потом уже увидел окуня, да, ну. Ох ты, тихо, тихо. Лишь бы не выпрыгнул он. Сейчас, прикинь, сальто сделает, еще этот уйдет. Я не сальто, он не сделал. Эти по сравнению с этим, ну, с ним как бы маленькие окушарики. Малявки. Пока включалась моя камера, я вот такую травяночку вытащил. Кидал, главное, малька на удочку. 0 эмоций. Первый заброс. Желтый виброхвостик такой. И сразу удар. Дождик наконец-то прошел. Ваня-то сухой, наверное, да? Ты сухой? Нет. А я Плащ. напротив. А у меня сырой. Я под плащом вспотел. Надо раздеть, я весь промок, потому что сидишь, когда все равно на тебя стекает. Часа 2 поливал, наверное, да? Ну, капало, да капало. Моросящий стеной дождь, как осенью, да. Тоже сейчас разденусь, пусть подсыхает. Надеюсь, больше не будет. Блин, тяжело тащить крупных окуней в плаще. Вспотел, да? Разденусь, так будет легче. Не, хорошие
спиннинговое удилище, конечно, это хорошее. Ну что ты, блин, что ты скачешь, как не знаю кто. Как козел, блин. Надо, наверное, крышкой закрыть. Где крышка-то у нас? Они выпрыгнут еще с А лодки. крышка перед лобовым стеклом. Что, все? Тишина. Кончилась рыба опять. Мне кажется, что-то вот эта перемена погоды, наверное, все-таки влияет. Сегодня заметно хуже клюет. Ну, если... Сегодня день спортивной рыбалки у нас, Вань, да? Да, тренировочный. Да. Мы окуней тренируем, а они нас. Всех повыпускали, что поймали. Ну видишь, зато благодарность, да? Да. Какого красавца. Да. Тут же мужики рыбачили, спускались и рыбачили. Что, оцепил уже или сам оцепился? Иван, он, езя. А какой он теплый-то, а? Там что у них? Парное молоко, что ли, блин? Они в бане. Я кинул как раз в баню. Офигеть, такие холодные ночи. Вчера уже, да? Какая холодная Да. ночь была? Замерзли, а рыба до сих пор вся теплая. Да, представляю, каково им было, когда жара стояла. Солнышко Вон там сыграл. садится за горизонт уже. Мы подняли якорь и сплавляемся. Несколько. Устала рука поднимать, да? Ага. Рыбу одну за одной. Ну ничего. День прошел. Интересно, можно так сказать. Были сходы крупного. Я такого крупного язя даже не видел. Килограмма 2, наверное, точно был. Кабан желтый такой. Как ее, как карп, наверное, или как Да. Да. Толстолобик. на воблере, если прыгнул. Пойман здоровый, большой окунь. Сейчас весов нет, но перед разделкой, напомни, Вань, я это взвешу специально. Ну, Ты сколько скажешь? я говорю, что... Что такое? Что такое? Ты через меня кинул, Понял. если не порвал. Тихо, тихо. Через тебя. Ну-ка, ну-ка дай руку подними. Сколько скажешь? Ну, кило 10 грамм. Кило 10? Да. Я скажу кило 200. Или кило 300 даже. Ну, а я кило 10 грамм. Ну что, друзья, не клевало, совсем перестало. Час-полтора, наверное, вообще ни одной поклевки, да, Иван, не было? Вот наш сегодняшний улов на донышке ведра. Хотя вполне могло быть в 2 раза больше, если не больше, да? Если бы дезертиров не было. Да. Дезертиры? Почему дезертиры? Тюрьма открыта. Открыта тюрьма. В общем, сегодня мы занимались спортивной рыбалкой. Ничего. Это у нас уже с Иваном не в первый раз. Да. Решили пораньше. Мало отпусти. А он на дырку найдет. В общем, решили пораньше ехать в избу, чтобы раньше лечь отдыхать. Ну и завтра, если позволит погода, то пораньше выехать на рыбалку. А погода у нас вон кругом тучи, кругом дожди. Там сначала были, сейчас смотрю, вот там уже с южной стороны, короче, затянуло везде тучи. Солнышко спряталось за горизонт. Но север чистый, смотри, да? Да. Север чистый. Может быть, может быть. Короче, кругом тучек, кроме севера, вот опять 25, середина Печоры, и вот такая дребедень в нашей деревне каждый день. Воды нет вообще в реке. Обмелела Печора капитально. Почти на середине и задевает мотор. Ну все. До свидания. До завтра. Увидимся завтра. Да.
Так, ну вот он, момент взвешивания. Чистим рыбу. Сегодня у нас рыба заметно меньше, потому что мы ее распустили. Так, поджабры. Вес окуня составляет кило 185. Ну вот. Не угадал. Ну как-то вот так. Чистим рыбу, засаливаем, идем в избу. Красавец. Сколько ж тебе лет, блядь? Ты с моего года, наверное, блядь. Как кирзовый сапог, да? Да ладно, не Не, проткнешь. а ты с этого начни, с основания. Это мягче. Сейчас. О, С поджабры прямо. нет, я... Вот его, Даже нож не берет, да? вот его. Вот. Ах, мамонт, блин. Самка, наверное. Точно, с икрой, видишь? Нет, это жир. А жир? Это пока жир пока. Ох, кабан. Ничего нету. Ни икры, ни молоки. Да. Одна это. А печенка как у бычка. Вот еще. Жирный. А, самка. Самка, но икры нет, она уже отнерестилась. Ну да. Она уже принесла свое потомство. Да, все. И сдала. И поэтому сдалась. Угу. Ясно. Вот мы в избе. Опять уставшие, опять мокшие, но опять все-таки счастливые, потому что такого дома не бывает. Такой красоты, такой еды. Мы знаете, что сделали сухой? У нас немного с обеда еще оставалось. Мы всю рыбу, то, что поймали после обеда, все потрошка собрали. И сварили, подновили. И подновили. Короче, в уху добавили все потрошка. У здорового окуня жиру столько было. И уха приобрела новый вкус. Я скажу вам, довольно-таки неплохой вкус. Рыбацкий напиток. По одной можно, да? Да, я одну и все, и спать. Я спать, тоже. и спать. Потому что завтра попробуем пораньше встать. Да. Может, что пораньше получится. Сегодня рыба у нас вообще не хотела клевать. А которая хотела, да еще убежал. Да, отпустили, получается, мы, ну, штук 15-то точно отпустили крупных окуней. Хариус один был, Тоже окуня. Кидаем в садок, а там просто вот такая дырка. У нас с Иваном это уже не впервые. щук ловили тоже. Спортивная рыбалка. Как я ненавижу это слово, даже спортивная рыбалка. Поймал, отпустил, это не мое. Вообще я не перевариваю, когда смотрю даже, что так делают. Но сегодня получилось, что я сам так делал. Ну ничего, все нормально, все хорошо. Погодка ближе становится, все ближе и ближе, похоже на осеннюю. Да. Ночью, но вода еще теплая, потому что Рыба горячая вообще. рыба горячая, да. Кипяток. Кипяток. Ну что, Иван Григорьевич, Ну, вздрогнем. по маленькой? Да. Ну, за прошедший день. Да. И за Число-то день какое? грядущий. Число-то хоть какое? Я не даже- смотрю. Я тоже не знаю. Я знаю, Что-то в районе 29-30, Да, наверное. 29-й, по-моему. 27-м мы выехали. Или 28-м. Я не знаю. Я даже и не хочу заморачиваться, хватит. На часы, чтобы Я смотреть, знаю, это что не еще пока июль. надо. Еще лето. Но в августе дома будем. Это пока еще лето. Я Да. знаю то, что еще летний сезон. Да. А зимой мы будем... У нас зимой будет другая рыбалка. Ну, дай Бог. Дай Бог здоровья. Вкусно, да. Еще бы. Рыбок сколько нас не пойманных. Кукушка пропой.
А скоро Валентина выйдет в отпуск. Хлеб-то есть? Пойдем в деревню. Надо будет обязательно собрать ягод. Черемуху для напитка. Черника местами есть. Да. Морожки уже нет. Морожки не было толком. Я литров 8 собрал. Морожки? Да. Я. Ну скажу, да? Нет, почему не скажу? Скажу, на шарляге. Там, ну, Напротив она- шаляги. напротив шарляга. Она в лесу была. Ну, где болото. Ну да, Болотистый там лес. рядом, через дорогу большое болото, да, под линией. Да. Там? Дальше тут заход за острова. Ты сало сам делал? Да, Сам коптишь? да, Горячее коптение. да. Взял такую плиту, свернул в рулон, напихал всего сюда. И, А, приправа, Да. рулет получается. да. И сколько коптишь по времени? Рыба 40 минут, мясо 45, 40-45. Ну, 40 минут проходит, открываю. Да, что другой раз бывает, что какой-то резкий дым. Блин, ну сегодня на воблер хлопнул яйца, да? Хо-хо. Ну, он, Езжи. ну вот я говорю, вот где-то вот так вот был, да, Иван, смотри. Да, он как Нельма, блин. Вот. Желтый только, желтый, вот желтый. такой Ну, желтый, ну вот да, такой они- ширины. Они все Вот такой длины. крупные, они желтые. Это считай, если сегодня окунь вот такой, а тут яйца, килограмма 2 по-любому был, Да. как минимум. А я вот это уже съемка у меня получается. Нет бы стараться, ну, как-то, ну, потихоньку, аккуратно. Я раз смотрю, крупное что-то там. Мгм. Я говорю, Ваня, на! Ваня из спиннинг кидаю, давай камеру доставать, ну, чтобы заснять, как Иван вытащит. Поворачиваюсь с камерой туда, включаю, а смотрю, и уже пустой воблер. Иван говорит, все, снимать нечего. Блин, Ушло. сегодня много чего ушло. И так не клевало. Но мне понравилось утром. А, там на Первый месте. заброс, хлоп, окунь. Давай к берегу. К берегу причалились, с берега, с лодки вышел, первый заброс, окунь. Я говорю, ну все. И потом, как все закончилось, как началось, так и закончилось. У меня хорошего окушка поймал тоже. А тут, думаю, ну пошли, говорю, поехали. Уже зашел в лодку. Думаю, пару раз кину еще там за траву. Кинул траву цепляю. Дерг. Вылетает блесна с травы, рядом с травой ляп. Смотрю, волна. Хоп, есть, я думал, щука. А я его разбудил в траве. Он мне блесну схватил, блин. Так этот ведь тоже со стороны пошел волной. Я и думал тоже щука, наверное. Он волной так пробурлил прямо. Почему окуня нет? Вот удивительно. Или он вообще не хочет есть? Может, погода испортилась из-за этого? Что-то тут не то. Сейчас просто он должен быть весь на перекате, столько клопа. Видел же, какие синяки. Харис, блин, весь, одна бочина уже все до крови там, блин, как они Харю прокусывают. сегодня тоже ушел. Да. Сейчас бы с малосолкой кляпнули. Поехали. В надежде на Хариуса, а Хариуса вообще нет на реке. Нигде он не плещется, ничего, блин. Я не знаю, что с ним случилось. Неужели клопы сожрали? Он должен весь в перекате быть. Там кипеть должно. Сколько клопа. Даже сегодня на езе 2 клопа было. Ладно,
Как-то вот так проводим день, проводим вечер. Поужинаем. И бессонница мучить не будет, это 100%. Вчера я только помню, как голову ложил. Еще сходил, ноги помыл на речку. Иван уже лег. А ноги помыл, прихожу. А я уже... Иван только что-то сказал, и все. Там помню только, как положил голову, и все. Открываю глаза, уже 9 утра. Иван проснулся. 8:30. Ты без будильника стал? Да. Так что завтра, наверное, надеемся, встанем раньше, я так думаю. Ну, вчера легли-то во сколько, наверное? 2-3? Третьим. В третьем часу. А встали уже 8, да? Опять же, часов 5 поспали. Но хоть что-то, не то, что вот это вчера. Ладно, все, друзья, до завтра. Увидимся на реке. Будет погода, порыбачим. Не будет, тоже порыбачим. До завтра. Раз уж остались. Скажи до свидания. Бурвой? Бурвой. Бурвой, друзья. Бурвой, это спокойной ночи.